эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Попавших в беду случайно обнаружили с борта пролетающего мимо вертолета. Потерявшихся людей спас экипаж полярных авиалиний. Причал со стороны Якутска поменяет местонахождение. С завтрашнего дня паромы перестанут отчаливать с Дыркалаха. Гололед и обильный снегопад. В жизни нерюнгринцев осадки внесли свои коррективы. Высокая стоимость авиабилетов. Мирнинцам приходится прибегать к альтернативным и не всегда безопасным способам, чтобы попасть в столицу региона. Дети в Алданском районе решили помочь животным. Гимназисты организовали ярмарку, на что потратили вырученные средства. Футболист из Якутии вывел сборную России в элитный раунд Евро-2020. Воспитанник Мархинской футбольной школы выступает за московскую команду. Потерявшихся людей спас экипаж полярных авиалиний. Вертолет Ми-8 выполнял перевозку пассажиров из Среднеколымска в село Березовка. На окраине леса пилот заметил группу людей без техники. По завершении рейса экипаж принял решение о посадке и взял на борт 3 мужчин и 1 женщину. Потерявшиеся оказались строителями, которые выехали из села Березовка. Однако через 50 километров у них сломались оба снегохода, в результате чего им пришлось пешком добираться до ближайших охотничьих построек. Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнял дотационный рейс по перевозке пассажиров из города Среднеколымска в село Березовка. Вертолет продолжил рейс до Березовки. Высадив пассажиров, он решил вернуться тем же маршрутом, где заметил раннюю группу людей. К тому времени заплутавшие разожгли большой костер, что означает сигнал бедствия. Экипаж доложил руководству авиакомпании, согласовал свои действия и произвел посадку и взял на борт 3 мужчин и 1 женщину. Причал со стороны Якутска поменяет местонахождение. С завтрашнего дня он расположится недалеко от прежнего, на местности Дробилка, а с другой стороны реки в Тихтюре и Мегино-Кангаласского района. Об этом сообщают в Лентрансе. Кроме этого, с сегодняшнего дня в местности Жатай начал погрузку и выгрузку другой гигант – баржа с буксиром. Она намного вместительнее, чем паром, и будет курсировать вплоть до открытия автозимника. Министр экологии республики Сахамин Афанасьев проинспектировал производственные и природоохранные объекты на Чаенде. Напомню, 1 декабря намечен запуск в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», который станет 2-м по мощности в России. Работы подходят к завершению. Подробности с места событий у Анны Кожевниковой. Эта дорога ведет к самому грандиозному российскому проекту газовой отрасли «Сила Сибири». Для того, чтобы попасть в сердце чаендинского месторождения, откуда будет транспортироваться газ в Китай, необходимо преодолеть более 200 километров нелегкого пути по трассе, проложенной чаендинскими первопроходцами сквозь тайгу и сопки. А общая протяженность линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири-1» составляет около 4500 километров с 9 компрессорными станциями. 1 декабря 2019 года будет обеспечена подача газа в Китай. На сегодняшний день трубопровод до границы уже заполнен. Технологическая часть, в части заполнения, идет в плановом порядке. Мы работаем с коллегами «Газпром-Трансгаз» Томск. Взаимодействуем. Здесь мы идем в одной связке, и нас здесь технологически не разорвать. Мы обрабатываем, настраиваем режим на установке комплексной подготовки газа. На этом стратегически важном режимном объекте телевизионные камеры под запретом. Но министра экологии Республики Сахамина Афанасьева ознакомили с установкой комплексной подготовки газа и провели экскурсию в самое сердце проекта «Сила Сибири». Он следил за развитием чаендинского месторождения с самого начала его разработки и отметил, что преобразования за этот период глобальные. С нуля возведена вся инфраструктура, полностью подготовлен куст скважин и практически все объекты природоохранного характера. Мы сейчас находимся на чаендинском месторождении, где своими глазами видим, какой масштаб работ произведен в Ленском районе Республики Саха-Якутия и какие производственные мощности введены. Завершаются работы не только по основным производственным мощностям, по кустам скважин, по добычному комплексу, но и подрядчик «Газартстрой» сегодня сдает объекты предохранного назначения.
Завершаются монтажные работы комплекса очистных сооружений, где с помощью термической обработки будут утилизироваться стоки с отходами нефтепроизводства. Это единственный в республике подобный объект. Осмотрел министр экологии и так называемый гелевый завод, где при подготовке газа отделяется гелий и будет закачан обратно в пласт. По итогам поездки на совещание с организациями подрядчиков-недропользователей Сахамин Афанасьев отметил, что все недочеты в части экологического надзора устранены. И правительство республики, как и вся страна, ждет запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. В этом году показатели добычи золота превысили результаты за аналогичный период прошлого года. В столице республики провели расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и геологии Якутии. Мероприятие «Золото Якутии-2019» было посвящено подведению предварительных итогов года в золотодобывающей промышленности и ювелирно-гранильной отрасли. Это же тоже знаково для тех людей, кто сегодня работает, либо планирует только в нее прийти, что людей, которые внесли значимый вклад, о них помнят, продолжают помнить. Поэтому обсудили, что план конкретных мероприятий, которые должны быть в рамках увековечения, быть проведены. Обсудили в том числе и суммы, которые должны быть привлечены. Я надеюсь, руководство компании услышало, и мы в ближайшее время эти задачи выполним. В жизни нерюнгринцев обильный снегопад внес свои коррективы. На улицах столицы Южной Якутии сейчас работает порядка 8 единиц техники. 2 КАМАЗа, грейдеры и погрузчики. Идет очистка перекрестков и их отсыпка. Тем временем водители призывают быть максимально осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, а также не бросать машины вдоль обочины, чтобы не мешать уборке снега. На данный момент состояние дорог у нас удовлетворительное. Есть некоторые недочеты, которые исправляются. Работы ведутся у нас в выходные дни также, и дорожник выезжает где-то с 5 утра на подсыпку дорог, подсыпку и уборку. В этом году также у нас 3 подрядные организации, которые убирают город, продолжается, и готовится документация, чтобы на следующий год, с января месяца, уже приступили другие к работе. У жителей дома по улице Бестужева-Марлинского в Якутске в прямом смысле слова земля ушла из-под ног. Еще в сентябре в одной из квартир провалились полы. По какой причине такой ветхий дом до сих пор не расселен и будет ли решена проблема, узнавала Ульяна Шагина. Полтора метра яме можно увидеть балки, которые служат несущей конструкцией здания. Никаких действий ни от мэрии, ни от округа. Пришли, посмотрели, что здесь все нормально, сказали, ничего не сломается, ничего не обвалится. Живите как, в принципе, и дальше живите. Такая же картина и в квартире напротив. Жильцам пришлось застелить провал первыми попавшимися досками, а также накрыть сверху ковром. Некоторые вовсе не стали дожидаться, пока муниципальные власти примут хоть какие-нибудь меры, чтобы облегчить им жизнь, и сами обновили полы. Что здесь, что там, везде сделал все полы сам. Полностью ремонт все сделал. Теплее от этого не стало. Я думал, полы поменяют, станет теплее, но батареи реально холодные. Обогреватель даже вот сейчас работает. Он у меня сутками работает. За месяц 6 тысяч выходит. Так у меня в среднем за сет 1200 выходит. Жильцы пытаются стучаться во все инстанции, но, к сожалению, никто их не слышит. Управляющая компания «Юнион» также отказывается принимать какие-либо меры. Дом находится на аварийном прикрытии, то есть к нам относятся только работы по устранению аварийных заявок по системе центрального отопления и по другим инженерным системам. Например, проведение работ, укрепительных работ, восстановительных работ по конструктивным элементам, они отсутствуют в тарифах, соответственно, нами не производятся. Единственной надеждой жильцов была региональная программа по переселению граждан из аварийного жилфонда. Но, к сожалению, во второй этап программы, который действует до 2025 года, они не попали. Причина – жильцы не успели вовремя собрать документы. Проблема в том, что помимо собственников жилья в этом доме основная часть людей живет по договору соцнайма и от муниципального образования, которые также несут бремя по содержанию общедомового имущества. До сих пор никаких мер по созданию наиболее комфортных условий для людей не принималось. Со стороны управления будет составлен акт и будет направляться в муниципальное образование для принятия мер.
Между тем, после того, как ситуация приобрела резонанс в средствах массовой информации, в службе эксплуатации городского хозяйства нам пообещали, что уже завтра будет собрана комиссия по чрезвычайной ситуации, где будет решаться вопрос о выделении денег из резервного фонда муниципалитета. В случае положительного решения уже в ближайшем будущем начнутся работы по укреплению несущих конструкций. Ну а до тех пор жильцам придется каждый день беспокоиться за свою безопасность. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Высокая стоимость авиабилетов. Мирнинцам приходится прибегать к альтернативным и не всегда безопасным способам, чтобы попасть в столицу региона. Дети в Алданском районе решили помочь животным. Гимназисты организовали ярмарку, на что потратили вырученные средства. Футболист из Якутии вывел сборную России в элитный раунд Евро-2020. Воспитанник Мархинской футбольной школы выступает за московскую команду. В эфире «Итоги дня». Мы продолжаем. Якутия занимает 5-е место в стране и 1-е место среди регионов Дальневосточного федерального округа по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. По ее словам, если на 10 тысяч жителей Якутии приходится 24 врача, то общероссийский показатель составляет 20 врачей. По мнению Голикова, это говорит о том, что сохраненная сеть первичного звена здравоохранения в регионе полностью обеспечивает интересы и потребности жителей республики. Жителей Алмазного края волнует высокая стоимость авиабилетов на внутриреспубликанские перелеты. Мирнинцам приходится прибегать к альтернативным и не всегда безопасным способам. Продолжит Марферина Алексеева. Средняя цена билета с Мирного до столицы Якутии составляет около 18 тысяч рублей. Если спланировать поездку заранее и попасть на субсидию, то самая минимальная стоимость составит 15 тысяч рублей. Авиакомпания «Алроса» регулярно участвует в программах субсидирования пассажирских перевозок, но направление таких маршрутов чаще в крупные города России, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Мы недавно ездили в Новосибирск, билеты приобретали по субсидированным тарифам. Там билет стоил около 3000 плюс сборы. Там 3,5 где-то так выходило на одного взрослого человека. Если взять Якутск, да, в Якутск дорого лететь, потому что там билеты начинаются от 16 тысяч и больше. Но это неудобно, тем более внутри республики. Тут расстояние небольшое, в принципе, тут на самолете лететь. Маршрут Мирный-Якутск, Якутск-Мирный также является одним из самых востребованных направлений. Но просьбы населения о снижении тарифа бесполезны. Население вынуждено мириться с некомфортными альтернативами. Круглый год такси с Мирного до Якутска пользуется большим спросом. Даже летом, когда на пути до столицы нужно преодолеть 5 переправ через реки. Цена по наземному такси от 5000 рублей. Время в пути от 20 часов. Также популярный маршрут до столицы через город Ленск, где иркутская авиакомпания «Ир-Аэро» установила щадящие тарифы на билеты. На сегодняшний день цена билета около 7000 рублей. Ленск находится в более чем 200 километров от Мирного. В целях экономии жители города Мирного приспособились летать в столицу Якутии через Ленск, так как, потратив 2000 рублей на такси до Ленска, общая сумма затрат не превысит и половины от суммы мирнинских авиарасценок. Из города Ленска в город Якутск выполняют рейсы 2 авиакомпании. Это полярные авиалинии и авиакомпания «Ир-Аэро», которая уже 7-й год в этом направлении работает. И обидно то, что наша региональная компания полярной авиалинии установила очень большой тариф. Это 17 с лишним тысяч. То есть сегодня минимальный билет можно купить за 17 660 рублей. Тогда как авиакомпания «Иркутская» установила минимальный тариф меньше 7 тысяч. Конечно, для жителей это очень неудобно. Поэтому, к сожалению, рейсы на сегодняшний день должен был выполняться первый рейс, он отменен. И, скорее всего, он был отменен из-за того, что просто никто не купил билеты. Авиакомпания «Ир-Аэро» летает в Якутск 4 раза в неделю. Салон вмещает 40 человек. Билеты всегда раскупают очень быстро. В это же время авиакомпания «Полярные авиалинии» частенько отменяет рейсы из-за недостатка пассажиров. Совершенно нелогичная ситуация, когда цены на внутренние перелеты дороже, чем на внешние. И на вопрос, отчего авиаперевозчики с другой области могут понизить цены, а местные только повышают тарифы, авиакомпания с нашего региона комментировать не спешит. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Грандиозный праздник стройотрядовцев прошел в Москве. В столицу приехали 6 тысяч человек из 80 регионов России и стран ближнего зарубежья. Движению в этом году исполнилось 60 лет. Такие грандиозные сооружения, как Саяно-Шушенская ГЭС, Волжский автозавод БАМ, были построены с помощью студентов. На праздничные мероприятия приехала и якутская делегация. Это студенты и ветераны движения. Участники соревновались в спортивных состязаниях, играли в интеллектуальные викторины, устраивали творческие вечера. В Якутии на сегодня насчитывается около 3000 студентов-стройотрядовцев. Всего у нас было 15 ветеранов и 60 с лишним, получается, ребят. Ребята у нас некоторые уже опытные, несколько лет у нас, и некоторые совершенно новые, которые отработали только в прошлом году. У нас наша гордость в спартакиаде – это то, что наша девочка в тандеме с бурятским парнем заняли первое место по настольному теннису. Нашим ребятам очень понравился слет, то есть ребята под впечатлением и хотят еще больше работать, чтобы в следующем году тоже полететь на слет. В следующем году у нас он будет в Питере. Наши студенческие отряды занимались строительством БАМа, строительством олимпийских объектов в Сочи, строительством объектов космодрома Восточного, саммита АТЭЦ. Наши педагогические отряды занимались вожатской деятельностью в детских лагерях. Наши сельскохозяйственные отряды занимались восстановлением сельхозугодий, строительством изгородей, посадкой и, конечно, сбором урожая. Дети в Алданском районе решили помочь животным. Гимназисты организовали ярмарку, на вырученные средства от которой они купили лакомства для питомцев приюта, рассказывает Татьяна Вахнина. И купец находился, и товар расходился на традиционной покровской ярмарке, прошедшей в стенах Алданской гимназии. Симпатичные сувениры, необходимые в быту мелочи, оригинальная посуда и, конечно, сладости. Чего только не было в торговых рядах. Главные продавцы – учащиеся начальных классов. В это время наши предки привозили на ярмарку те плоды своего труда, которые они долгое время выращивали летом. Ну а мы в своих условиях, естественно, создаем все своими руками, приобщаем к этой ярмарке не только детей, но и родителей. На Руси Октябрьская ярмарка, когда сельскохозяйственные работы завершались и снег землю покрывал, знаменовала праздник урожая. Гимназическая покровская ярмарка благотворительная. Вырученные средства решено направить на помощь бездомным животным. Товары дети мастерили с энтузиазмом. Идею помочь четвероногим поддержали старшие товарищи, педагоги и родители, бывшие на ярмарке покупателями. Это пингвинчик. Мы делали пингвиняту снеговичков всем классом. Я сделала пингвинчика. А вырученные деньги, которые мы получим, мы отдадим в приют для животных. Отметив закличками да плясками праздник урожая в школе, дети отправились в приют для бездомных собак «Надежда». Да не с пустыми руками. Четвероногим друзьям мальчишки и девчонки приготовили угощение. Корма шарикам и жучкам на ближайшее время хватит. Изначально, конечно, мы планировали потратить их и на себя, но впоследствии пришла идея все-таки прививать детям любовь к тем, кто нуждается в нашей помощи. Поэтому мы средства, вырученные с продажи, тратим на корм животным. В приюте «Надежда» в настоящее время содержится несколько десятков собак. Взрослые и щенки, крупные и мелкие, задорные и ласковые четвероногие сразу признали в гостях друзей. Благотворительность животным, но это все-таки как-то приручает и детишек быть, что все-таки помощь в первую очередь, это все-таки и в них это зарождается, что вот помочь бездомным, кошечкам, собачкам. Поиграв со щенками и повозившись со взрослыми собаками, мальчишки и девчонки решили, что будут помогать животным и впредь. Вкусные подарки детвора приготовила и бездомным кошечкам, проживающим в приюте. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Шедевры германских графиков представили на временной экспозиции в Якутске. Выставка открылась в Музее зарубежного искусства. 22 работы из личной коллекции Федора Габышева, которую содержали в хранилище, теперь представили на суд посетителям галереи. Напомню, что уникальную коллекцию из оригинальных картин и шедевров мирового искусства семья Габышева на безвозмездной основе передала музею еще в 1962 году. Работы немецких графиков представили перед якутским зрителям только сейчас. Центральными экспонатами являются 3 работы Альбрехта Дюрера. Он был первым, кто писал картины во всех известных техниках графики. А также можно увидеть графический рисунок известного Дитриха.
Сам факт, что такая выставка организуется именно в Якутске в рамках Дней Германии, это замечательная возможность обмениваться культурой, причем не выезжая с места родного, а вот на своем родном городе посмотреть, чем немецкая культура богата и, в принципе, в то время уже была богатой. Хэллоуин – праздник или бесовщина? Вокруг этой темы не утихают споры. Одни требуют запретить в России чужой праздник, другие считают, что ничего плохого в нем нет. Все за и против взвесила Саргалана Захарова. Передаю ей слово. Саргалана, приветствую. Так ли страшен этот праздник? Здравствуй, Юля. В ночь с 31 октября на 1 ноября на Западе отмечают День всех святых. Несмотря на безобидное название, участники празднества выглядят довольно пугающе и даже зловеще. Так откуда же берет свои истоки Хэллоуин? Как ни удивительно, но само название праздника Хэллоуин появилось из христианской веры. В 609 году приказом церкви был объявлен вечер всех святых. На английском это All Hallows Evening. Сокращаем и получаем Хэллоуин. В те времена в этот день поминали святых. Но откуда же тогда взялась традиция наряжаться? На самом деле она осталась от кельтского праздника. Просто в свое время христианство приняло и переосмыслило многие языческие традиции, в том числе и кельтский Новый год. Кельты разделяли год на две половины – темную и светлую. И видимо, что именно в этот день происходит переход. Тогда стирались границы между мирами, враждебные существа, в том числе и жестокое божество Самайн, приходило на землю. Единственное средство для защиты от злых духов – маски. Так и повелось наряжаться в эту ночь. Примечательно, что такие традиции, как сбор конфет и горящие тыквенные головы, тоже пришли из христианской культуры. Дети выпрашивали сладости, а взамен молились за упокой в церкви. А со зловещей тыквенной головой связана история о человеке, который не смог попасть в рай и был обдурен бесом. Теперь его зовут Проклятый Джек. Однако все это относится сейчас больше к католическому христианству, а православная церковь придерживается противоположных взглядов. Я считаю, что это чисто коммерческое предприятие. Чем больше будет разговоров и споров вокруг этого дня, тем больше будет собрано денег. Организаторам этого надо раскрутить так, чтобы во всех странах только говорили о Хэллоуине и продавали кучу всяких предметов. Это надувательство, и участие в этом – это быть пойманы в сети мошенников, цитируют слова протоиерей Владимир Вигелянский для радио «Спутник». Всероссийский центр изучения общественного мнения в этом году провел очередное исследование. По их данным, около 90% россиян слышали о существовании праздника, но не собираются его отмечать. Самый популярный ответ на вопрос, почему они не будут отмечать Хэллоуин, это отсутствие связи с родной культурой и традициями. 39% просто не считают этот день важным, 16% утверждают, что в нем нет ничего хорошего. Еще меньше отрицают Хэллоуин из-за языческого происхождения. И 2% россиян просто будут заняты другими делами. Люди, которые относятся к празднику скорее положительно, чем отрицательно, в меньшинстве, всего 13%. Из них больше всех респондентов не углубляются в какой-то религиозный или глубинный смысл этого праздника. Они считают, что людям просто нужны праздники. Чуть меньше пытаются подражать Западу, и 10% действий интересно и нравится. Столько же людей ответило, что это хороший повод развлечься. Мы решили расспросить наших горожан, будут ли они отмечать Хэллоуин и как относятся к этому празднику. Вообще не надо. А почему? Это страшный праздник, не для нас. Нормально. Не отмечаю. А почему? Просто. А как относитесь вообще к этому празднику? Ну, положительно. Люди хотят, пусть празднуют. Ну да, это интересно. Почему бы и нет? Очень отрицательно. Я человек православный, и это не наш праздник, страшный праздник. Я считаю, нужно поддержать, потому что это современно, стильно, молодежно. Но это консервативное мнение, что это нельзя, но мы же развиваемся.
Больше всего негативных ответов, как и в вопросе ВЦИОМ, дали представители старшего поколения. А молодежь относится к этому дню либо равнодушно, либо просто, и это хороший повод отдохнуть и подурачиться. Ведь все же не каждый день можно нарядиться в любимых персонажей и спокойно разгуливать по улицам. Юлия, у меня на этом все. Спасибо, Саргалана. Футболист из Якутии вывел сборную России в элитный раунд Евро-2020. Воспитанник Мархинской детской футбольной школы «Пульс» Артем Соколов, который выступает за московскую команду Чертанова, забил 2 мяча в ворота соперника. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы, набрав 6 очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020. Жеребьевка элитного раунда пройдет 3 декабря. Матчи состоятся в марте 2020 года. Таким мы запомним уходящий день. Оставайтесь с Якутией 24.